Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто положил на вас глаз? Кто этот человек? Проявится ли? Как себя будет вести? Чего ждать от этого человека? Стоит ли с этим человеком связываться? И если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. А я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ха-ха, а вот он и вышел сам собственной персоной. Человечек с короной на голове. Давайте еще на оракуле посмотрим. Хочу посмотреть на него и на вас. Может быть, оракул прям какие-то подробности нам расскажет. Человек, который положил на вас глаз. И на вас я хочу посмотреть, да? Ух ты, боже мой. Ну, вы видели такое? Ох, девчонки. Ну, понятно, почему корона на голове. Видите, корона. Мужчина, который положил на вас глаз, еще тот жук, как говорила моя бабушка. Хитренький, скользкий. Человек умеет манипулировать, играть на чувствах других. Может быть, у него должность такая, да, вот призван должностью быть таким ловким, юрким, изворотливым. Человек, который умеет приспосабливаться, человек, который умеет подчинять себе, умеет пользоваться какими-то, не знаю, технологиями, да, техники, технологии, может быть, там гипноз, может быть, он тонкий психолог, может, психологом работает, а может быть, прирожденный психолог. У кого-то даже отыграется, что человек, ну, с магическими наклонностями либо способностями. В любом случае, девочки, человек, он опасный. Вот как ни крути, он опасный. Опасный персонаж. Но, несмотря на то, что он вышел картой алхимик, а еще здесь образ с короной на голове, да еще в центре, человек в вашем присутствии рядом с вами чувствует себя, ну, просто мальчишкой, влюбленным мальчишкой. Вот как будто бы он забывает о всех своих способностях, умениях, либо ему именно с вами не хочется врать, не хочется лукавить, выдавать себя за того, кем он не является, да, пускать этот дым, пух, бисер, да, в глаза кидать. Вот не хочется. Как-то хочется, чтобы все было естественно, по-настоящему. Вот хочется открыть вам, скорее всего, свое сердце, душу, вот впустить вас в свой мир. Да, вот каким бы он там ни был, вот хочется близости с вами, хочется. Именно какой-то душевной близости хочется. Так, хорошо. Вы, о Господи, а вы, госпожа Фортуна. Слушайте, какая вы классная. У одних девочек отыграется, что вам в самое ближайшее время очень круто повезет, прям очень повезет. Кому-то повезет с деньгами, с какими-то возможностями. Кто-то, возможно, какой-то выигрыш даже получит. Не обязательно в лотерею, может быть, будете участвовать в каком-то конкурсе. Вот однозначно госпожа удача вам улыбнется. Улыбнется, и это замечательно. Так, еще у вас есть дар. Когда вы к человеку хорошо относитесь, любите этого человека, вы вот как будто бы всю себя отдаете. Вы человека прокачиваете, заряжаете позитивом, удачей и везением. Когда вы на человека злитесь, либо обижены человеком, то вы
даже не желая зла этому человеку, все равно привлекаете на его голову большие и малые неприятности. Вообще у вас какая-то уникальная красота, которую нужно рассмотреть на самом деле. Если долго смотреть вам в глаза, всматриваться в ваше лицо, вот открывается ваше очарование, открывается ваша именно уникальная, нетипичная красота. Вот вы очень индивидуальны. Вот какой бы вы ни были, сколько бы вам лет не было, в каком бы весе вы сейчас не были, вы зачаровываете мужчин и женщин. Вот прямо говорю, мужчин и женщин. С вами невозможно конфликтовать. У вас такой взгляд, который может растопить любое сердце. Но вы почему-то этим не пользуетесь. Либо кто-то пользуется, но крайне редко. Попробуйте. Это не просто так, да, не просто так вы родились с этим даром. Этот дар для вас заработали ваши предки, однозначно. Вот кто-то очень постарался из ваших предков, и сейчас у вас этот дар. Кстати, вы этот дар передадите дальше по наследству. И не обязательно по женской линии, вы можете передать и сыну, и внуку, и правнуку, либо правнучке. Это есть. И еще вы для себя должны знать, что когда у вас все хорошо в личной жизни, вам и деньги приходят. Если личная жизнь у вас не устроена, либо у вас неприятности с вашим партнером, вы там ругаетесь, ссоритесь, разводитесь, денег у вас будет становиться в разы меньше. А кто-то даже будет в минус уходить. Поэтому делайте, что хотите в жизни, но чтобы вы себя чувствовали комфортно, чтобы в личной жизни вы вот прям были в таком положении, когда нет страданий, нет тоски, и вы ни по кому не убиваетесь, да, либо ни от кого не бегаете. Если сможете соблюсти это правило, с деньгами у вас проблем никогда не будет. Вот чтобы вы для себя понимали. Так, теперь вернемся к нашей отсыпке. Конечно, смотрите, парочка, да? Алхимик и госпожа удача, надо же. Вот как вас судьба в пару поставила, да? Либо как высшие силы так ухитрились таких необычных людей вместе свести. Надо же. Прям удивляюсь. Ладно, давайте вернемся к этому вашему человеку. Человек окружен большим количеством людей. Либо он среди людей работает, либо он играет этими людьми. Сразу хочу отметить, что есть женщины в его окружении, которые от него без ума. Вот настолько он их зачаровал, настолько они влюблены, что они просто готовы и в огонь, и в воду, и через медные трубы, и в ад, и в рай за этим человеком. Как наваждение. Он для них как наваждение. Сразу хочу сказать, что мужчина обладает бешеным магнетизмом. Это действительно магнетизм, который сводит с ума всех и сразу. Вообще мне очень хочется сказать, что он какой-то шулер, либо жулик. Вот прям крутятся эти слова. Может быть, да, он пользуется какими-то запрещенными приемами, либо ведет какие-то нелегальные запрещенные дела. Возможно, все возможно. Но такой вот он человек. Он по-другому не может. У него эти скрытые таланты, да, врожденные, да, быть таким юрким, шустрым, и плюс еще жизненная необходимость. То есть, если он так себя вести не будет, то туго ему придется, да, жизнь у него гораздо тяжелее станет. Сразу хочу сказать, что у этого человека легкая рука на деньги. Деньги его любят, они к нему липнут. Он никогда не бывает без денег. Он знает, как их заработать, он знает, где их раздобыть. Там 1001 способ как отъема денег у честных граждан, да, либо развод честных граждан на деньги. Вот прям поверьте, без денег никогда не будет. Всегда есть какая-то заначка, либо что-то где-то припрятано, либо он знает, где это можно достать, раздобыть. Возможно, человек в прошлом, да, занимался какой-то нелегальной деятельностью, либо у него действительно какие-то таланты, не хочу говорить криминальные, но что-то вокруг этого. Может быть, у него связи криминальные есть тоже как вариант. Этот человек давно за вами наблюдает. Этот человек как-то вот перед вами показывал себя. У кого-то отыграется, что вы знакомы, а у кого-то отыграется, что он прям мелькал перед глазами, но так и не решился подойти.
Какое-то неизгладимое впечатление произвела на него ваша первая встреча. Вот он ее помнит, знаете, от первой до последней буквы. И очень часто в голове прокручивает. Вот он думает о вас. И вот прям навязчивая идея, да? Вот как она меня зацепила, чем она меня зацепила. Этот мужчина видит женщин, да и мужчин тоже, да, насквозь. А вот вас он разгадать не может. Вот как такая головоломка, у которой нет решения. И вот он думает, постоянно мысли вот эти проворачивает, и так, и сяк, и никак понять не может. Вот у него две мысли о вас. Либо вы ведьма, либо вы святая. Вот как-то так идет. И эти две мысли его просто сводят с ума. Вот он привык к тому, что он шустрее всех. А тут на тебе головоломка, у которой нет ответа, нет разгадки. Зацепили вы его очень сильно. Я еще хочу, чтобы вы знали, что для этого мужчины раньше женщины, все женщины были либо как средство для того, чтобы удовлетворить свою похоть, либо как средство, ну, например, там, разжиться какими-то благами, деньгами, ну, ресурсами. Да, возможно, в его прошлом есть такие истории, когда он жил за счет женщины, либо пользовался ресурсами женщины. Ну, либо просто использовал женщину для удовлетворения своих мужских потребностей, а потом просто как бы делал вид, что он ее не знает. Такое было. Было и, возможно, даже не раз. А вот с вами все по-другому. Вот с вами хочется чего-то высшего, чего-то прям душевного, сердечного, нежного. Понимаете? И он сам себя не понимает. Сначала он думал, что он заболел. Потом он думал, что он сошел с ума. А теперь у него просто взрывается мозг, и он старается об этом не думать. Ответа нет, да, разгадки нет. Здесь у него идут две крайности. Одна крайность происходит сейчас, когда он вас просто наблюдает издалека, он к вам боится подойти, он боится того, что он не сможет сдержаться, того, что он потеряет контроль над собой, того, что он просто там, не знаю, упадет перед вами на колени и будет делать вам предложение. И вторая крайность, которая наступит немножко попозже, это крайность, когда он, знаете, как не дает вам проходу. Вот он будет за вами ходить просто хвостом, он будет вас добиваться и брать измором. Вот такая крайность наступит. Если вы дама не свободная, если вы в отношениях, либо вы в браке, то он будет придумывать что-то более изысканное, так, чтобы вы всегда были ему доступны. Ну, вплоть до того, что, не знаю, устроиться в организацию, где работаете вы. Либо, например, поселиться, не знаю, в соседней квартире. Вот что прям вас все время видеть и иметь возможность с вами там общаться, с вами разговаривать. Как-то так идет. И я бы сказала, что он похож на маньяка, если бы не видела, что он очень умный человек. Вот реально трезвый, умный человек. Даже если он выпивает, он всегда знает, понимает, что он делает и что он говорит. Вот бывают такие таланты. Не зря он алхимиком вышел. Чего вам ждать от этого мужчины? Но здесь сложная история, понимаете? Если бы не его характер, если бы не его привычки, если бы не его образ жизни, я бы сказала, что неплохо, да, неплохой мужчина и возможно построить отношения. Но я вижу вас как порядочную, благонадежную, с повышенным, я бы даже сказала, гиперчувствительным отношением к своим обязанностям, к своей роли женщины в этом мире, к своим обязанностям в семье, к детям, к родственникам. Опять же, моральный устой я вижу. Кто-то из девочек очень верующая женщина, да, которая соблюдает все посты, все религиозные праздники, может быть, какие-то религиозные убеждения. Да, вот есть такое. Скорее всего, вы будете отвергать этого человека, отвергать. Даже если у вас к нему вспыхнут чувства, вот его это
жизнь, которую он живет, либо образ его жизни, он вам будет противен. Вот когда вы узнаете, либо он вам расскажет, либо вы там о нем узнаете, вам это будет противно. Но я хочу, чтобы вы знали, чем больше вы будете этому человеку отказывать, тем больше вы будете распалять в нем желание и любовь. Вообще идет такой знак, что благодаря вам высшие силы его, как проучить решили. У кого-то отыграется, что проучить, да, любовью лишить его разума, а у кого-то отыграется, что высшие силы решили его сначала проучить, а потом дать ему шанс на спасение. То есть вы для него как шанс на спасение. То есть если вы его принимаете, значит, высшие силы там ему списывают его прегрешения, грехи. И если вы от него отказываетесь, туда по наклонной покатится. Будет такой момент в ваших взаимоотношениях, когда вся его жизнь и дальнейшая судьба будет только лишь в ваших маленьких нежных ручках. И вы это будете понимать, и он это будет понимать, и все вокруг будут это понимать. Как вам поступить? Здесь выходит знак справедливости. Поступите так, как посчитаете нужным. Человек этот вам ничего плохого сделать не может и никогда не сделает. А вот вы можете вершить. Вершить, как говорится, либо приговорить, либо спасти. А для кого-то из вас, я понимаю, что это удивительная информация, особенно если учесть, что есть девушки, которые в жизни только плохое видели от мужчин. А тут, понимаете, вам дают власть над судьбой и жизнью одного конкретного мужчины. Для вас это будет, конечно, непривычно, необычно, но вы с этой ролью судьи, вы с ней обязательно справитесь. Девочки, мужчина этот будет способен ради вас, либо для вас, да, на какие-то серьезные жертвы, на какие-то грандиозные поступки, вплоть до того, что он может, например, выплатить все ваши долги. Вплоть до того, что он может подарить вам какой-то очень дорогой подарок. Автомобиль, я не знаю, там, может быть, квартиру даже кому-то может подарить. Вам рекомендация такая: подарки от него брать. И помните, когда вы берете от него подарок, вы помогаете ему скостить какие-то свои грехи, прегрешения, либо дурные поступки из прошлого. Это первый момент. Второй момент. Эти подарки, они вам не только от этого мужчины идут, но вот и высшие хотят вас через этого мужчину побаловать подарками. Так идет. Вас за эти подарки никто никогда не осудит. Это единственное, что если вы сможете договориться со своей совестью, да, и принять эти подарки. Еще что вы должны знать. Если вы замужем, для кого-то идет прям серьезное искушение. Но вам нужно несколько раз подумать, очень хорошо подумать, стоит ли вам связывать свою жизнь с этим персонажем. Его путь исправления, он очень болезненный. Он болезненный для него. И понятно, что это будет сказываться на его характере и на его отношения с людьми, с миром, да и с вами. Если вы чувствуете в себе силу справиться и с его чувствами, и со своими эмоциями, тогда, конечно, дерзайте, пробуйте. То есть мне вообще идет такая картинка, что вы можете приручить этого зверя в человеческом обличии, либо только вы можете приручить этого зверя. Если откажетесь, никто с вас не спросит. Наоборот, люди скажут: ты молодец, ты права. Он такой шустрый, он такой пораженный тип. Вот хорошо, что ты от него отказалась. Если вы его примете, спасете, все будут ходить, охать и ахать, как вы из плохого мальчика смогли сделать достойного мужчину. Так идет. Вы ему даны как шанс. И то, что он в вас влюбился, либо влюбляется в сегодняшнем дне, это все замысел высших сил. Вот так, мои хорошие. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.